Добрый день, меня зовут Пестрикова Александра, и я представляю вашему вниманию исследовательскую работу на тему «По следам Салавата Юлаева». Прошло более 240 лет с исторических событий, известных под названием «Крестьянское восстание» Емельяна Пугачева, в которых принимал активное участие герой башкирского народа Салават Юлаев. Это имя дорого и близко каждому жителю Республики Башкортостан. К нему и по сей день мы испытываем почитание, уважение, глубокий и неподдельный интерес. Объясняется это тем, что судьба уготовила Салавату Юлаеву высочайшую историческую миссию – стать народным вождем в переломную эпоху, возглавить национально-освободительную борьбу башкиров. Цель исследования вы сможете увидеть на экране. Так же, как и задача исследования, и объект и предмет исследования. Жизненный путь Салавата Юлаева мы рассмотрели на основе дискуссионного подхода. Салават, сын Юлая Асналина, родился в деревне Тикеево Шайтан-Кудейского юрта Сибирской дороги Уфимской провинции, ныне Салаватский район Республики Башкортостан. Проживали же они в деревне Юлаево, находившейся недалеко от Тикеева. Отец Салавата Юлаева, Юлай Асналин, был старшиной Шайтан-Кудейского юрта. О матери Салавата нет практически никаких сведений. Имеющиеся немногочисленные фольклорные материалы повествуют о том, что она была образованная женщина и оказала большое влияние на воспитание сына. Салават был грамотным. Он умел писать на языке тюрки и знал русский язык. С детства Салават слышал рассказы отца и матери о бедствиях народа, о башкирских восстаниях и их жестоком подавлении. К началу крестьянской войны Башкирия входила в состав Уфимской провинции Оренбургской губернии с включением ряда западных районов нынешней Челябинской области. 17 сентября 1773 года несколько десятков яицких казаков, калмыков, татар во главе с Емельяном Ивановичем Пугачевым двинулись с хутора Толкачева к яицкому городку, ныне город Уральск. Таково было начало величайшего в истории России народного движения крестьянской войны 1773-1775 годов. Некоторое время Салават находился в полку Кинзи Арсланова, принимая участие в военных действиях под Оренбургом. Отличившись в боях, Салават вскоре получает звание полковника. Юный Батыр недолго сражается под Оренбургом. В конце ноября 1973 года Пугачев посылает его в Башкирию для создания повстанческих отрядов. На счету Салавата Юлаева 11 самостоятельных сражений, хотя они не все завершались победой. Но ни разу не допускал он полного разгрома своего войска. Ему удавалось сохранить силы своих воинов, восстановить их и снова продолжить участие в военных событиях. Салавату Юлаеву были присущи смелость и мужество. Недавно были обнаружены новые документы, уточняющие обстоятельства пленения Салавата Юлаева. Существенную роль здесь сыграли мишарские старшины, братья Муксин и Зямгур Абдусалямовы, жившие в отряде карателей. В этот же день Салавата под усиленным конвоем отправляют в Уфу. Царские власти расценивают поимку Салавата как очень большой успех. На судебных заседаниях, перенеся тяжелые пытки, он не выдал ни одного имени своих соратников, переносил стойко и мужественно все свои невзгоды, проявляя истинное милосердие и заботу о своей семье. Он являлся примером для всех остальных земляков. По истечении судебных заседаний начался двухмесячный долгий путь из Уфы в Балтийский порт Рагервик с применением телесных наказаний. Салават умер на каторге 26 сентября 1800 года в возрасте 46 лет. В произведениях русской литературы образ Салавата Юлаева представлен как образ героя Батыра, отдавшего свою жизнь освобождению своего народа от поработителей. Одно из первых упоминаний о Салавате встречается у Александра Сергеевича Пушкина. Богатый материал о народном герое представлен и в работах салаватоведов, таких как Нефёдов, Игнатьев и Лосиевский. Если Салават, пишет Юлаев Мустай Карим, по своей значимости был бы явлением только чисто башкирским, а не общероссийским, то, я думаю, его бессмертие не было бы столь прочным даже для нас, его соплеменников. Мы уверены в одном – исторический подвиг Салавата заставлял не забывать его стихи, а стихи заставляли всегда помнить его имя. Литературное наследие Салавата Юлаева невелико, но оно ценно своей глубокой народностью, патриотичностью, поэтической самобытностью и исполнено в традициях русской классической литературы.
Сохранившиеся стихотворения Салавата Юлаева составляют первые страницы башкирской поэтической литературы. Речь Салавата, в которой раскрыты основные программные задачи крестьянской войны применительно к трудовому башкирскому народу, сохранилась в устной передаче. Салават Юлаев дорог и близок не только каждому жителю Республики Башкортостан, но и нашим соотечественникам за рубежом. Он дорог всем тем людям, кто соприкасался с его личностью. Особый интерес вызывают экспонаты Национального музея Республики Башкортостан «Седло и сабля Салавата». В городе Уфе памятник Салавату Юлаеву. В музее Салавата Юлаева, который находится в селе Малаяз Салаватского района, 16 июня постоянно отмечается день рождения Салавата Юлаева. Недалеко от села Малаяз и деревень Юнусова и Аликина Салаватского района установлена стелла с надписью о том, что в XVIII веке здесь находилась деревня Текеева. Открыт школьный музей села Алькино. Также представляет интерес пещера Салавата Юлаева или Идрисовская пещера, в которой в 1774 году скрывался Салават Юлаев со сподвижниками из своего отряда. В Эстонии, в городе Палдиске, в Балтийском порту, эстонцы с уважением относятся к памяти Салавата Юлаева. Таллинское башкирское культурное общество каждый год на Ураза-Байрам совершает визит в Палдиске, дабы прочитать молитву суры из Корана, посвятив их Салавату Юлаеву и другим мусульманам-каторжникам. В Эстонском национальном архиве, что находится в городе Тарту, хранятся документы о пребывании Салавата Юлаева в заключении в Таллинской башне и крепости Рагерлик, копии которых были переданы Национальному музею Республики Башкортостан. Салават Юлаев, прожив яркую жизнь, является таким героем, который по своему уму и таланту занимает достойное место среди важнейших представителей своего времени. Мы в ответе за то, чтобы его поэтическое и историческое наследие продолжало являться связующим звеном поколений и оставалось в памяти народной. Спасибо за внимание.